Ми продовжуємо ефір, і наш гість, заступник голови Меджлісу Ильми Умаров. Вітаю вас, Ильми ага. Хош келдіңіз. Селям алейкум. Ильми ага, вы вчера вернулись из Парижа, из Франции и получили премию платформы европейской памяти и совести. Перед тем, как начать нашу беседу, предлагаю посмотреть материал, который приготовили наши журналисты. Ільмі Умаров отримав премію «Платформа європейської пам'яті та совісті». Захід відбувся в Парижі під час конференції платформи «Історія та пам'ять». Цю нагороду дають тим, хто протистоїть тоталітаризму в світі. На урочистому заході Умарова привітав посол України в Парижі Олег Шамшур, депутат Європарламенту Ласло Токеш, а також історики та правозахисники з усієї Європи. Окупаційна влада Криму звинуватила Ільмі Умарова в сепаратизмі за те, що він нібито закликав до порушення територіальної цілісності Росії під час інтерв'ю на телеканалі АТР. За сфабрикованою справою його засудили до 2 років колонії поселення. І це рішення окупаційного суду, певен Умаров, було не за висловлювання, а за проукраїнську позицію. Умаров під час церемонії вручення ще раз нагадав – Крим – це Україна, а Росія – це агресор, що анексував півострів. Я расцениваю присуждение данной премии как признание правильности пути крымско-татарского национального движения. Теперь предстоит освободить Крым, вернуть Крым в состав Украины. Висунули кандидатуру Ільмі Умарова на престижну міжнародну премію «Кримсько-татарський ресурсний центр» та «Меджліс». Мы получили двойную радость, когда оказалось, что Ильми Ага оказался на свободе. Фактически в эти же дни мы получили информацию, выиграл Ильми Ага. Поэтому я считаю, что Ильми Ага достоин этой премии. И в лице Ильми Ага был награжден весь крымско-татарский народ за борьбу за свои права, за борьбу с тоталитарным режимом. Міжнародна організація «Платформа європейської пам'яті та совісті» об'єднує 48 державних та приватних інститутів з 18 країн. Почесну відзнаку вже вдруге за історію заснування конкурсу отримують кримські татари. Першим у 2014-му премію вручили лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву. Вітаємо вас в ефірі телеканалу АТР. Ми продовжуємо. Ті, хто хочуть приєднатися до ефіру, ви можете зараз подивитися на екрани телевізора, має бути номер телефона. Ильми ага, хайырлы болсын. Вы один из тех, кто в Крыму открыто говорили и говорите, что Крым – это Украина. Как вот быть в роли борца с тоталитаризмом? Какое ощущение у вас после премии? Ну, во-первых, наверное, я тоже должен отметить, Искендер Бариев в сюжете уже сказал, что эта премия не только одному Ильме Умарову и не только крымско-татарскому национальному движению, но и премия всему крымско-татарскому народу. Потому что, несмотря ни на что, по большому счету, в подавляющем большинстве крымские татары не приемлют юрисдикции России, признают ее страной-агрессором и считают Крым Украиной. Бүтін семедешлеріме селямлар айтмаға істейм. Шынды вазиет еле айланып келді ки, мен мejbur oldum Киевте болынмаға, ама бірқач вақыттен соң мен мұтлақ қайтажам Қырымға ве анда көрішерік. Бүтін жемаатыма, махкемелерге келген инсанларға ве milli harekette aktif iştirak etkenler ve onların destekleygenlerge hepsilerine çoktan çok selamlar ve teşekkürler айтмаға isteyeyim. Говоря о национальном движении и зная о том, что вы с молодости в национальном движении, как можно провести параллели национального движения вот, скажем, в советские времена, да, и уже сегодняшнее, после оккупации? Можно ли провести параллели? Ну, с оккупацией Крыма и аннексией Крыма, когда оккупированная территория находится де-факто под юрисдикцией России, часто вспоминаются или проводятся аналогии с советским периодом. Но мне кажется, что это не совсем правильно. Может быть, можно провести аналогию, но нынешний режим – это такой уродливая пародия на советский режим.
в Советском Союзе не соблюдались права человека и свободы человека, но там были какие-то правила и была какая-то предсказуемость. Сейчас же никакой предсказуемости нет, и используются методы иногда совершенно неожиданные, которых совсем не ждешь. И все время трансформируются, трансформируются и трансформируются. Возвращаясь к премии, вы, второй крымский татарин, да, первый был Мустафа Ага, получили премию. О чем это говорит, на ваш взгляд? Это говорит о том, что, во-первых, внимание к Украине, внимание к Крыму довольно большое и довольно пристальное. Во-вторых, это говорит о том, что в борьбе с тоталитаризмом у нас непочатый край работы. И это говорит о том, что правозащитники мирового уровня признают крымско-татарское национальное движение как движение, которое на правильном пути. То есть мы правы в своей борьбе, и обязательно с поддержкой мирового сообщества мы достигнем результатов. Крым будет возвращен, и крымско-татарские проблемы будут решаться уже в свободной, независимой Украине. Во Франции вы встречались также и с дипломатами. Удалось ли вам поднять крымский вопрос? Насколько они осведомлены ситуацией в Крыму? Ну, нельзя сказать, что мы с дипломатами встречались. Мы встречались с послом Украины во Франции. Но там же был и депутат Европарламента. Нет, депутат Европарламента был на заседании этой платформы. А платформа заседала в рамках конференции, которая была посвящена столетию коммунизма. Там были очень прекрасные доклады, там были научные работники, там были писатели. Там тема поднималась Крыма? Нет, там тема Крыма не поднималась. Я же говорю, это у них очередное заседание этой платформы европейской памяти и совести, в которую входят представители более чем 50 стран, большое количество общественных организаций, государственных делегаций, много очень диссидентов с серьезным именем. Вот, например, депутат Европарламента из Румынии, он представлял меня. Но в повестке дня крымского вопроса просто не было. Там говорили о Сталине, о Ленине, об их умении организовать Но вам террор. дали слово? Нет. Вы говорили о Крыме в Париже? Мне дали слово в той части, которая касалась номинации. Этот фонд учредил ежегодную номинацию, которую в этом году присудили мне. И вот в рамках после этого присуждения и вручения депутат Европарламента представлял меня, рассказал мою биографию, рассказал там кое-что обо мне. Я, кстати, очень многого не понимал, потому что перевод осуществлялся только между английским и французским языком. Русский, турецкий, крымско-татарский, узбекский, который я владею, украинский там не звучал. Но, тем не менее, когда я выступал, мне один из делегаций Чехии по имени Амир, молодой человек, он сам из Казахстана, знает, в общем-то, все функционирующие там языки, и он мне помогал переводить. И тот текст, который был в Фейсбуке, он был подчищенный, потому что его перевод на английский язык уже в Фейсбуке не звучит. Ильмира, вы А сейчас... что касается темы крымско-татарской, конечно, я в своем ответном слове уже после вручения премии несколько минут выступил и рассказал об истории крымско-татарского национального движения, 1944 год, депортация, инициативные группы,
Курултай, потом аннексия, оккупация, нынешняя борьба. Ну, вкратце прошелся, в общем, по всем темам. Ильмира, вы и Ахтем Ага сейчас на материковой части Украины. Как сейчас Меджлис в Крыму? Насколько он может существовать, действовать, работать, на ваш взгляд? Ну, в той форме, в которой это возможно, Меджлис, конечно, будет существовать, будет работать, люди будут встречаться между собой. Фактически ведь Ахтема 2,5 года, больше почти 3 года тоже не было. Фактически выбыл один человек, пока я. Ну и то у меня есть планы обязательно вернуться. Просто сейчас у меня есть приглашение Ангелы Меркель на обследование и лечение в Германии. Я думаю, что после Германии я сразу поеду в Крым. В эфире нашего канала АТР из-за вашего высказывания, да, по поводу территориальной целостности России, в чем и обвинила оккупационная власть вас и присудила 2 годам колонии поселения, вы часто говорите о санкциях. Насколько санкции действуют на Россию? Какие они должны быть? Уже 3,5 года аннексии, а результаты чувствуются в Крыму? Ну, результаты санкций должны привести к тому, что Крым сам откажется от Крыма. Есть анекдот такой о пресловутом чемодане без ручки, который и тащить тяжело, и бросить жалко. Вот они сейчас связались с этой темой, объявили его сакральной русской территорией. И жалко бросить. А в результате санкций у них экономические возможности оскуднели. Людей, получается, они всех обманули. Обещанных пенсий, обещанных зарплат, обещанных инвестиций не было. И пока не видать, как своих ушей говорят. В этой ситуации и недовольство населения растет. Ну, правда, пока недовольство не очень эффективное, потому что большинство недовольных людей говорит о том, что Аксенов, Константинов коррумпированные, то есть они плохие, а Путин хороший. Вот Путин, когда узнает, что здесь творится, он все исправит. Вот когда люди так перестанут думать, тогда можно будет на это население рассчитывать. А сейчас Украина должна рассчитывать только на свое собственное влияние во взаимоотношениях с партнерами. Сама, во-первых, должна вводить дополнительные санкции, ни в коем случае их не уменьшать. Ильмира, вы были и вице-спикером, и вице-премьером, возглавляли Бахчисарайскую райгосадминистрацию. Были ли предложения со стороны оккупационных властей, скажем, подкупа, может быть, должностями, чтобы вы перешли именно сотрудничать с ними? Ну, может быть, было что-то более? Давайте лукавить не будем. И будем говорить о том, что у нас была попытка с ними сотрудничать в самом начале. Ведь казалось, что это несколько дней и все пройдет. Неделька-другая и все пройдет. Обама позовет Путина, помашет ему, погрозит ему пальчиком, и все закончится. Была попытка влиять на ситуацию изнутри. Но это не увенчалось никаким успехом. И Ленур Ислямов, будучи вице-премьером, ушел с должности. Я, будучи главой одного из районов, Бахчисарайского района, ушел с должности. Некоторые из числа крымских татар оказались коллаборантами и продолжали, ну, кому как повезло, кто-то дольше, кто-то меньше, но работали в качестве предателей среди новой власти. То есть было такое. А предложения лично ко мне звучали таким образом. Вы перестаньте критиковать власть, перестаньте называть аннексию аннексией, присоединение оккупации, признайте российскую юрисдикцию и продолжайте работать.
Вот в такой форме было предложение. Но это уже было в тот период, когда я решил окончательно сложить полномочия. И больше предложений не было. После того, как я уволился, конечно, никаких предложений не было. Были предложения с Украины, потому что все предполагали, что Ильми Умеров тоже поедет из Крыма. Но я на те предложения тоже не согласился, потому что я предполагал при любых обстоятельствах оставаться в Крыму. Среди тех, кого вы назвали, это коллаборанисты, один из них это Муфти, да, который якобы написал помилование на имя президента. Как вы считаете, что стало и как так получилось, что все-таки договорились Путин с Эрдоганом, также приложил туда усилия и лидер крымских татар, да, Мустафа Ага, и также это было при встрече с президентом Украины Петром Порошенко. Что же стало причиной и что стало той точкой, которой уже Путин все-таки освободил вас и передал Турции? Ну, за последние 2 недели мне множество раз пришлось на подобный вопрос отвечать. Я могу сказать следующее. Для Эрдогана это был вопрос чести, потому что его просил об этом Мустафа Джемилев и крымско-татарская диаспора, которая проживает в Турции. Она довольно многочисленная и довольно влиятельная диаспора. То есть вопрос чести и собственного рейтинга. А для Путина это был вопрос жизни, потому что уже давно, или даже не так, в последнее время Путин стал нерукопожатный для большинства своих коллег из разных стран, в том числе ведущих стран. Ему даже иногда отказывают во встрече. Ильмира, у нас есть звонок в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Ильмира, я искренне еще раз хочу вас поздравить с присуждением вам такой премии. Это, я думаю, что одно из подтверждений вашей принципиальной позиции. Это Амет, если вы знали по голосу. Да. Я хотел бы задать следующий вопрос, если можно. Вопрос заключается в следующем. По поводу коллаборантов. Ну, мы как-то обсуждали этот вопрос, но хотелось бы все-таки более, чтобы вы свою позицию в этом плане как-то раскрыли, если можно. Салон. Честно говоря, Амет, я узнал, конечно, тебя, но я не совсем понял вопрос. Коллаборант, в моем понимании, Нет. это тот человек, который оказался в каких-то обстоятельствах просто предателем. Но я могу более раскрыть этот вопрос в том плане, что коллаборанты это те, которые работают, не просто работают, но и способствуют всей деятельности, которая сегодня, той власти, которая сегодня находится на полуострове. А те, которые проработали год, 2, но вынужденно или не вынужденно, по обстоятельствам, каким образом, в какой категории их можно отнести? Ну, я думаю, что здесь грань довольно-таки узкая или тонкая. И в каждом конкретном случае, наверное, подход должен быть индивидуальный. А к этим вопросам, скорее всего, придется вернуться после окончания оккупации, после возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. И регулировать это какими-то соответствующими решениями уже Украины. Ну, Саул. И знаю, что у нас есть скайп, включение Эльвиры Сталия, руководитель крымско-татарской диаспоры в Канаде. Селям алейкум, Эльвира Ханум. Селям алейкум. Ну и я
Руководителем является мой супруг. Я поддерживаю его всячески, и мы идем в одном направлении вместе и надеемся, что есть какая-то польза от этого. Якщо можна, я буду розповідати українською, я вже звикла розповідати українською, якщо ви не проти. Добре. Ельвіра Ханум, ви організовували саме акцію на підтримку Ільмі Умєрова в Канаді. Так, я перш за все хочу привітати Ільмі Ага. Ільмі Ага, sizne hayırlayımız birinciden bu premiyanın ve Алло? Естілем шында? Айтыңыз. Эльвира ханым, сау болыңыз. Біз білеміз сіз япқан әрекетлеріні. Керчектен де çok meraklı ve faydalı işler alып барасыз анда. Тек мені дестеклемекте түгел, умуми алғанда. Сау болыңыз әрекетлеріңіз үшін, япқан işlerіңіз үшін. Sizge çok sağ olunuz İlmi Ağa. Men bir-екі сөздер айтмаға істеймін, мүмкін olsa украин тілінде. Ви є таким найголовнішим взірцем і, перш за все, є прикладом для нашого народу, нескореного народу. І ми за вами дуже вболіваємо. І перш за все, я хочу вам побажати міцного здоров'я і без перешкод потрапити на рідну землю, в Крим, і бути поруч зі своїм народом. І я хочу ще сказати, що ви найголовніша ваша нагорода – це те, що ви є в серцях кожного кримського татарина по всьому світу. Ельвіра І Ханум, ми саме продовжуємо боротися. Так, перепрошую. Ельвіра Ханум, на вашу думку, що можна робити в окупованому Криму для того, щоб подолати цю окупаційну владу? В окупованому Криму, на жаль, робити нічого неможливо, бо кожне слово використовується проти людини, бо ніякого права там, на жаль, немає. Я думаю, що найголовніше, що може зробити та чи інша людина, яка преслідується, вона має інформувати саме волонтерів, активістів, хто знаходиться поза Кримом і хто може допомогти в тій чи іншій ситуації. Бо, як ми знаємо, Кремль боїться більш за все інформації про те, що ця інформація, яка відбувається, ця ситуація, яка відбувається в Криму, вона піде за кордон, так? І що світові організації дізнаються про ті знущання, які проходять в Криму, і що не так є все солодко, як кажуть у пропагандистських новинах на російських телебаченнях і так далі. Ельвіра Ханум, відомо, що з українською діаспорою ви також проводите численні такі акції підтримки для політв'язнів, так, які були останнім часом. Чи є на увазі, може, ще найближчим часом будете планувати? Так, ми не стаємо осторонь, ми намагаємося підтримати кожного політв'язня, і виходимо на акції протесту. І перш за все, я думаю, що найголовніше – це те, що ми інформуємо уряд Канади, і щоб уряд Канади діяв якомога більш масштабніше. І, звичайно, так само ми з українською громадою робимо все, щоб привернути увагу світових організацій. І я дуже вдячна українській громаді, частиною якої є кримська татарська громада і кримські татари. І ми разом робимо
маленькі, може, справи, але я думаю, що вони допомагають почути нас і почути нашу проблему кримських татар, проблему всіх політв'язнів. І далі, звичайно, ми будемо проводити, бо це все тільки початок, і, на жаль, все продовжується, і будемо так само підтримувати. Вже 3 роки підтримуємо, будемо далі боротися за права кожної людини і за повернення Криму. Також була акція на підтримку режисера Олега Сенцова, так? Ну, так, вона була, але була більш така в Фейсбуці, і за 2 дні ми зібрали допомогу серед української громади і передали її до матері Олега Сенцова. І я знаю, що пан Ільмі Умєров так само був в гостях у пані Людмили і привітав її від нашого імені. Çok sağ olun Эльвира Ханум, что присоединились к нам Так. в эфир. Так, я ще хочу додати, що нещодавно була зустріч з міністром оборони Канади, і він запевнив нас всіх, що продовжується робота над поверненням Криму і всіх окупованих територій, і що в миротворчій операції обов'язково роль Канади буде можна сказати, головнішою, і вони будуть допомагати в тій сфері обов'язково. Çok sağ olun Эльвира нещодавно. Ханум. Çok sağ olun. Эльмира, говоря о Олеге Сенцове, вы поднимали этот вопрос перед президентом Турции Реджепом Таyyip Эрдоганом? Что он говорил? Мы перед включениями не закончили вопрос, как договорились Эрдоган и Путин. Про Эрдогана я успел сказать, а про Путина только сказал, что он стал нерукопожатным. Так вот, он стал нерукопожатным для своих коллег, для подавляющего большинства коллег в мире, в том числе для влиятельных. И потерять еще одного для него смерти подобно. Поэтому он согласился на условия, которые ему поставил коллега из Турции. Вот если очень коротко, то вот так бы я ответил на этот вопрос. А что касается Сенцова? Насколько Эрдоган готов Мы когда поддержать? были у Эрдогана, мы говорили об общей ситуации, мы говорили о том, что около 50 политзаключенных или политузников из Крыма находятся на территории России или на территории Крыма, что ими всеми надо заниматься, что 16 человек, пропавшие без вести, о них нет никакой информации, но это тоже, и к этому тоже руки приложила нынешняя власть, и этим тоже надо заниматься. А как приоритет мы с Ахтемом определили кандидатуру Сенцова, и Эрдоган обещал, что он будет заниматься. Но, к сожалению, больше я сказать не могу, потому что делами вот этих политических узников надо заниматься, но не все это нужно говорить. А говорить об этом можно на 2-й день после освобождения. А что касается других политзаключенных, которых якобы обвиняют в участии организации Хизбут Тахрир, как вы видите освобождение крымских татар? Ну, наверное, тоже единственное, что я сейчас здесь могу в студии сказать, это необходимо проводить информационные кампании, необходимо об этом говорить. На дипломатических всяких встречах представителей Украины, начиная с президента и заканчивая всеми участниками, должны ставить эти вопросы. Необходимо усиливать санкции, чтобы президент России был более податливый.
То есть этим надо заниматься постоянно. И все структуры, которые так или иначе имеют к этому отношение, как средства массовой информации, так и дипломаты, так и политики, депутаты, члены правительства или специалисты, которые в различных ведомствах работают, они должны никогда не снимать с повестки дня вопрос Крыма, вопрос Луганска и Донецка, вопрос политузников, вопрос заложников. Ну, где-то так могу только сказать. Ильмира, оккупационная власть вас сделала невыездным из Крыма, и вы все новости наблюдали именно с экранов украинских телевидений. Знаю, что он был настроен на украинское телевидение. А сейчас вы на материке. Насколько вы чувствуете, что украинская власть поднимает крымский вопрос? И чувствуется ли вот это вот разрешение крымского вопроса сейчас? Вы же, наверное, уже общались с некоторыми депутатами, встречались с ними. Честно говоря, пока идет период общения с средствами массовой информации. От журналистов отбоя нет. И встречаться с политиками и дипломатами, ну, это, видимо, следующий этап пребывания в Киеве будет. А что касается, что делает Украина, Украина делает. Но я думаю, что никогда нельзя сказать, что делается достаточно. Потому что десятки, много десятков людей находятся за решеткой, находятся в тюрьмах и следственных изоляторах. Некоторые осуждены и уже распределены по колониям. Сотня детей остались без отцов, ими надо заниматься. Семьи остались без кормильцев. Вопросов много, которыми надо заниматься, и это надо делать. К нам присоединился к эфиру заместитель главы Меджлиса Нариман Джилял. Селям алейкум. Алейкум селям, алейкум селям. Нариман ага, у нас в гостях Ильми Умеров, заместитель главы Да, Меджлиса. я вижу, очень рад видеть. Алейкум селям, Ильмира. Селям, Нариман Кадам. Рад вашей беседе, рад вас обоих слышать. Çok selamlar bütün bizim halkımıza. Ve elbette biz hepimiz kullanamız. Sizin sağlığınız yaxşı. Parij'e de barıp gelgenizin pek kullandık ve anda olgan merasimlerge hepimiz kol tutamız. Нариман ага, как восприняли крымские татары, да, наши соотечественники, к освобождению Ильми Умерова и Ахтема Чигоза в Крыму? Ну, мы об этом уже неоднократно говорили, что огромное количество людей поздравляли друг друга. Я лично сам целый день, во-первых, принимал звонки по поводу того, оправда ли, что они в Турции, оправда ли, что их освободили и так далее. Действительно, когда стало уже достоверно известно, что они благополучно приземлились на территории Турецкой Республики, естественно, мы уже об этом не скрывая говорили, хотя в некоторые детали часть из нас здесь в Крыму была посвящена как бы заранее. Ну а потом уже последующие дни люди при встречах по телефону, в Фейсбуке поздравляли просто друг друга. Мы не так давно были на одной свадьбе, где должен был быть и Ильми Ага, кстати, и там просто не скрывая своей радости, и ведущие, и все гости поздравляли с тем, что два уважаемых человека оказались свободны один от тюрьмы, а Ильми Ага от возможного, скажем так, лишения свободы, оказались рядом с лидерами крымско-татарского народа. И мы рады тем, что силы тех, кто сегодня борется за Крым, за крымских татар, за пределами полуострова, они пополнились, ну, скажем, тяжелой артиллерией. Чох сагун с Нариман ага, что присоединились к нам. Алла разы olsun, Алла разы olsun. Савол, Нариман. Ильми ага, вы уже 2 недели почти на материке. Привыкли? Как вам тут в Киеве, в столице? Ну, из 2 недель 4 дня я пробыл вне Киева, а остальные дни, я уже говорил, от одного интервью на другое переходим.
Тут чувствуется свобода? Как вы себя Вообще ощущаете? еще до возбуждения уголовного дела я полтора месяца раз обязательно приезжал на материковую Украину, приезжал в Киев для того, чтобы, как я выражался, подышать свободой. Здесь, конечно, чувствуется, особенно по сравнению с Крымом, особенно на фоне того, что я был под подпиской о невыезде. То есть у меня была все-таки свобода ограничена, я не был в тюрьме. И, как Нариман сказал, Ахтема Чигоза освободили из тюрьмы, а меня освободили от тюрьмы. Конечно, чувствовать себя свободным – это немножко другие ощущения, чем чувствовать себя под уголовным преследованием. В соцсетях мы видели фотографию, что к вам приезжал сын, супруга. Как они восприняли эту новость? Ну, это не новость, а это событие. Вообще для семьи, для знакомых, для друзей это скорее выглядело как депортация. Потому что я вроде бы был среди них, я вроде бы был дома, и вдруг меня не стало. Спецслужбы Российской Федерации в прямом смысле этого слова меня обманули. И, к сожалению, а может и не к сожалению, я им поверил. Я находился на стационарном лечении в больнице, 6-й день пребывания, и утром рано приезжает представитель Федеральной службы исполнения наказаний и говорит: мы должны вас свозить в Симферополь, это займет пару часов. Приедем к нам в офис, вы ознакомитесь с указом президента о вашей реабилитации. Ну, речь шла об указе о помиловании, просто он термин выбрал неправильный, но он произнес именно реабилитацией. Распишитесь, что вы ознакомились, и вы свободны. Мы вас привезем обратно. Повезли в машине скорой помощи. И уже, когда ехали по Симферополю, я сориентировался, что они едут не туда, где офис этой службы находится, а едут в сторону аэропорта. Когда сели в самолет, я уже увидел, что там сидит Ахтем. И какие мысли только не крутились в голове, особенно когда самолет взлетел и приземлился в Анапе. Мысли возникали только в пользу того, что мы несколько дней назад, и я, и Ахтем, отказались подписывать письмо о помиловании на имя Путина. Ну, то есть оказались несговорчивыми. И мысль была, что нас везут куда-то в Сибирь или в Заполярье, ну, в какие-то холодные регионы. Ильмира, вот семья ваша немножко разделилась, да? Кто сейчас с вами на материке? Ну, со мной моя младшая дочь. Она вообще в этот период, как возбудили уголовное дело, она работала здесь у вас на 15 минутах. Она уволилась и вернулась в Крым. И все время сопровождала меня или мое уголовное дело. Превратилась фактически в блогера по теме Умерова. Я ей очень благодарен, потому что те технологии в использовании средств массовой информации, которыми она владеет, нам, старикам, уже, наверное, не овладеть. Но она выступала как в роли адвоката у вас во всех этих процессах. Помощница адвоката. То в роли адвоката, то в роли сопровождающей по средствам массовой информации, то в роли дублера. В разных функциях она выступает, Чох Саолсон. Она постоянно со мной и сейчас. Остальные все в Крыму. Вы неоднократно говорите, что будете возвращаться в Крым. Это опасно, это всем известно. Не думаете ли вы, что оккупационная власть по указке Кремля вновь попытается открыть уголовное дело против вас? Ну, во-первых, я не видел текста указа президента. Есть ли он вообще? Если есть, то он не должен быть настолько засекречен, что тот, кого это касается,
не может ознакомиться с текстом. Это первый момент. Второй момент. Никто со мной не проводил никаких бесед, не давал мне никаких официальных предупреждений, что мне нельзя пересекать контрольно-пропускной пункт между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым. То есть на де-факто контролируемую Россией территорию, на территории Крыма. Никто мне не говорил о том, что есть какой-то запрет или нету. Просто на эту тему разговоров не было в принципе. И поэтому, если я не поеду, то есть методом тыка или методом пробы и ошибок, не попробую вернуться в Крым, то я сам буду все время в сомнениях. А вдруг там нет никакого запрета, а я сижу здесь. Но вас в Турции, скорее всего, передали не для того, чтобы вы вновь попытались вернуться в Крым. Мне никто этого не объяснял. Это все уже догадки. Как вы думаете, как будет идти процесс? Вот вы заехали в Крым. Ну, сейчас я сначала съезжу, немножко воспользовавшись предложением немецкой стороны в лице Ангелы Меркель, поправлю немножко свое здоровье и потом сделаю эту попытку. Если меня пропустят, я поеду в Крым и буду жить в Крыму, но молчать я не обещаю. Наоборот, скорее всего, буду продолжать вести тот же образ жизни, который вел и до вот этого выдворения или освобождения. Çok sağ olunuz, Эльмир Ага. В эфире нашего канала был заместитель главы Меджлиса Эльмир Умеров, который с начала оккупации говорит и говорит, что Крым – это Украина и обязательно вернется на родину, на историческую родину крымских татар, вместе с ним и мы. На этом наша программа заканчивается, и продолжает программу АТР в эфире. Оставайтесь с нами.